В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Энергосбережение – это комплекс мер, направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов при сохранении необходимого уровня комфорта и функциональности. Это не отказ от благ цивилизации, а разумное и эффективное использование энергии. О реализации энергосбережения у нас в республике мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Константин Сайфутдинов, директор Центра ЖКХ и энергоэффективности Якутии. Константин Александрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что такое энергосбережение, простыми словами? Ну, вообще энергосбережение – это экономия энергии, то есть это не только сбережение энергоресурсов, но и их рациональное использование. Энергосбережение, как правило, включает в себя комплекс мер. Меры могут быть организационные, правовые, экономические, конечно, которые направлены на снижение объемов энергетических ресурсов. При этом нужно не позволить нарушить тот же тепловой режим или ограничить ресурсы. Как правило, на практике энергосбережения это, конечно, контроль потребления этих ресурсов, это управление за расходом этих ресурсов, выполнение мероприятий по обновлению оборудования, выполнение мероприятий энергоэффективных по капитальному ремонту, конечно, да, ну и соблюдение мер и правил, которые бы позволили снизить потребление этих ресурсов. А какие есть обязательные требования в области энергосбережения? Требования достаточно обширные. Основной документ, который эти требования выставляет, это федеральный закон 261 об энергосбережении и энергоэффективности, который в целом определяет политику энергосбережения государства. Да? И вот если в частности говорить для требований бюджетных учреждений, то тут основные — это разработка и реализация программ энергосбережения, это энергетические обследования, так называемый энергоаудит, формирование энергетических деклараций, ну и вот, конечно же, установка оснащения приборами учета зданий и сооружений. Есть, конечно, здесь и много подзаконных нормативно-правовых актов. Я хотел бы остановиться только на постановлении правительства Российской Федерации за номером 1289. Это постановление у нас фактически определяет требования по снижению потребления энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями. При этом вводится понятие установки целевого уровня снижения. Эти целевые уровни должны быть установлены на трехлетний период и, соответственно, учреждениями выполняться. Вот здесь немножко поподробнее, вот как осуществляется именно реализация энергосбережения в бюджетных учреждениях республики, возможно, даже на примерах. Да, ну в целом выполнение госполитики по энергосбережению у нас в республике осуществляется на основании программы энергосбережения. Она у нас утверждена в 2022 году распоряжением правительства за номером 877-Р. Данная программа ежегодно проходит актуализацию. Ну, если говорить по-простому, включает в себя 4 блока, в том числе достаточно объемный блок по энергосбережению и энергетической эффективности бюджетной сферы, жилищного фонда, транспортного комплекса, это в том числе перевод транспортных средств на газ, и отдельный блок для ресурсоснабжающих организаций, это вот рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. Ну, вообще, вот из вышесказанных требований, да, правительством республики в 2023 году, ну и в целях контроля исполнения самой программы, было принято решение о внедрении государственной информационной системы учета энергетических ресурсов. Сокращенно она называется СУЭР. Вот, хотелось бы об этом подробнее узнать, да, о этой системе. Да, это информационно-аналитическая система, которая нацелена на управление энергоресурсами. Ну и, конечно, она позволяет повысить эффективность государственного управления в области энергосбережения именно в учреждениях. Если говорить о самой системе, то она включает в себя 7 разделов. Я, конечно, их все перечислять не буду. Основные — это данные по самому учреждению, по характеристикам объектов, зданий и сооружений, вот те целевые уровни, про которые я говорил. Также там формируются программы энергосбережения, ну и вспомогательные разделы по отчетам, по мониторингу самой системы, по справочникам. Также система в себя включает у нас 8 модулей.
2 модуля расчетных, 5 модулей контрольных, которые нацелены на контроль вот тех же программ энергосбережения, приборов учета, тех мероприятий, которые реализуются в рамках программ. Ну и последний блок — это сама информационная база данной системы. На сегодня у нас уже в самой системе зарегистрированы и работают больше 2500 учреждений. Из них 352 — это государственные учреждения и 2193 учреждения муниципальных. Ну вот по муниципальным мы немножечко должны до конца года доработать, и уже у нас практически 100% охват будет. А как осуществляется работа в СУЭР? Работа достаточно проста. Учреждение регистрируется, заходит в личный кабинет. Ну, основная задача — это введение баз данных по характеристикам объектов, как я сказал, по месячным потреблению ресурсов, да, установки тарифов. И после этого уже система аналитически рассчитывает целевые уровни снижения, потенциал экономии. Причем в самой системе, вот, после введенных этих данных, значит, выходит рекомендуемый перечень мероприятий по энергосбережению. То есть эта система формирует сама, плюс его можно дополнить, исходя из того, что происходит на месте. Да? И, конечно, система позволяет сформировать энергетические декларации и формировать практически все виды отчетов по тем показателям, которые введены. А какие наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению существуют вообще? Ну, я, наверное, мероприятие разделю на 3 блока. Первый блок, он касается непосредственно инженерных систем. Это систем теплоснабжения, вентиляции, освещения. Да. Здесь наиболее эффективная это установка непосредственно самого прибора учета, да, потому что без прибора фактически мы не понимаем, сколько же объект потребляет, да, энергии. Это различного рода системы управлениями, ну вот, как я сказал, инженерных систем, освещения, тепла, путем программирования контроллеров, установки датчиков тепла, установки датчиков движения, да, вот, перевооружения этих систем. Ну и плюс вот в этом блоке эффективные автоматические узлы учета, да, погодозависимые узлы учета, которые фактически регулируют температуру теплоносителя от температуры наружного воздуха. Вот в целом вот этот блок может позволить экономить до 30% энергоресурсов. Если говорить за второй блок, это уже капиталоемкие мероприятия. Они, как правило, касаются теплоизоляции цокольных перекрытий, чердачных перекрытий, вообще утепление фасадов зданий, да, замена окон, дверей. Вот такие мероприятия у нас, как правило, дают 15-25% экономии. В основном это связано с сокращением потерь, да, вот по этим ресурсам. И немаловажный блок, мы про него забываем, да, я вот всегда про него говорю, это организационно-административный блок, который не требует больших капитальных вложений каких-то. Ну, начинается он с простого, да, с назначением ответственных в учреждении за вопросы энергосбережения. Это соблюдение каких-то элементарных правил по отключению оборудования, света, да, в нерабочее время. Это элементарная регулировка приборов учета тепла в весенний-осенний период. Да. Ну и вот, конечно, поддержание сантехнического оборудования в нормальном состоянии. Вот это все в целом может позволить достичь 10% экономии. А каковы возможные источники финансирования и механизмы реализации именно вот энергосберегающих мероприятий? Ну, источников 3, да, это собственные источники учреждений, которые они направляют на реализацию мероприятий. Это, конечно, бюджетные источники. В основном они идут по линии программ, да, вот, проведения текущих и капитальных ремонтов и затрагивают в той или иной части энергосберегающие мероприятия. Вот третий блок — это внебюджетные источники. Да, вот тут вот механизм за счет энергосервисных контрактов может быть реализован. Да, вот, когда исполнитель, подписывая такой контракт, выполняет мероприятия по энергосбережению на объектах заказчика, да,
Достаточно хорошая положительная практика в республике у нас реализована. С 2011 года у нас 457 таких контрактов было заключено, которые включали в себя 800 объектов. И вот на данный момент фактически инвесторами было вложено более 1,5 миллиардов рублей, да, в энергосберегающие мероприятия по учреждениям, и получен эффект более 3 миллиардов рублей. Хороший показатель. Да. А вот расскажите вот, о перспективах развития системы управления. Вот именно энергетическими ресурсами тоже интересно, мне кажется, будет послушать. Да, ну, как и любая информационная система, она не стоит на месте. В течение года с разработчиками мы ведем постоянную модернизацию системы. В том числе реализовали на данном этапе обновление личного кабинета, интерфейса, да, сделали это в виде светофоров, чтобы учреждениям было наглядно видно и доступно по той информации, которую они вводят, по той информации, которая проверена, да, вот, в системе. Плюс наложили графические моменты, связанные с потреблением ресурсов, с исполнением целевых уровней, чтобы это было вот удобно для самих учреждений. Мы, конечно, продолжаем работу по расширению перечня мероприятий, которые сама программа у нас предлагает, да, при формировании данных программ. С разработчиками мы говорим о том, что этот перечень будет дополняться и актуализироваться на постоянной основе. Также как подсистема мы сейчас вводим ревизор. Это тоже информационная система, которая у нас упростит процедуру, передачу показаний с приборов учета. То есть эта передача будет происходить в автоматическом режиме непосредственно в саму систему СОЭР. Это тоже удобно для учреждений. Да, очень удобно. Если говорить вот о стратегическом каком-то развитии, то, скорее всего, мы нацелены на интеграцию с системами планирования бюджетных процессов в республике, да, потому что здесь это позволит нам строить более точный прогноз по коммунальным расходам, ну и исходя из этого, наверное, формировать бюджеты государственных и муниципальных учреждений. Ну и, как и все, да, база достаточно большая, информационная. Мы здесь на каких-то этапах планируем применить искусственный интеллект для вот, помощи в анализе. А что мешает внедрению энергосбережения в бюджетной среде? Я назвал бы здесь 4 основных момента. Да. Во-первых, это, конечно, то техническое состояние объектов, которые у нас сейчас есть. Да. В большей массе это износ этих объектов, да, где требуется проведение капитального ремонта. Это основная проблема, да, чтобы реализовать достаточно эффективное мероприятие по энергосбережению. Во-вторых, это все-таки ограниченность ресурсов, то есть ресурсов всегда не хватает, да, вот, нужно выбирать между теми или иными мероприятиями. Очень важный момент по все-таки отсутствию квалифицированных кадров. Да. Вот здесь я бы обратил внимание руководителей учреждений на местах. Такие курсы возможны в онлайн-режиме, да, и вот здесь пройти повышение квалификации вот, ответственному персоналу за энергосбережение, конечно, необходимо. Ну и самый последний, тоже очень важный фактор, который влияет, это мотивационный фактор, да, мотивационно-стимулирующий мы его еще называем. То есть в целом что директор, что персонал, который отвечает за это направление в учреждении, они должны быть максимально вовлечены, да, вовлечены в достижение результата. Сейчас на данном этапе мы с этой проблематикой работаем. Здесь должны появиться достаточно четкие механизмы стимулирования, да, и вот дальнейшее распределение возможной экономии, распределение на эти же цели. Да. Вот я думаю, когда такие механизмы появятся, мы в целом будем достигать более лучших результатов. Ну что ж, Константин Александрович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.